Возможно, новая стихия в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему КЧС призывает быть осторожными в предстоящие дни. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. С 20 по 23 мая на реках, стекающих с южных склонов Гисарского хребта, ожидается повышение уровня воды. В предгорных и горных районах страны возможны селевые явления. Таков прогноз синоптиков Таджикистана. В этой связи существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с затоплением территорий, размывом береговых рек, прорывом дамб, подмывом опор мостов, заявляет Комитет по чрезвычайным ситуациям республики. КЧС убедительно просит граждан соблюдать основные меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы, сбора сельхозкультур, растущих в горных местностях. Ведь каждый из нас помнит стихию, которая была не так давно. И никто не хочет повторения. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мощный поток сносил все на своем пути, разрушая дороги, дома, школы и линии электропередачи. Также не рекомендуется заниматься выпасом скота у водоемов. Об этом сообщила пресс-секретарь КЧС страны Умеда Юсуфи. КЧС не рекомендует гражданам страны находиться у водоемов и рыбачить. Речным стоком возможно подтопление низких мест, сельхозугодий, перемыв участков дорог, а также есть угроза затопления низких мостов и дамб, подчеркнула пресс-секретарь. Она отметила, что в целях предупреждения несчастных случаев на автодорогах, особенно при использовании горных дорог и перевалов, КЧС настоятельно просит водителей ограничить передвижение в ночное время, соблюдать все правила дорожного движения, в особенности скоростной режим. КЧС просит население прочистить все арыки и канавы, находящиеся рядом с их домами. В эти дни на территории республики ожидается переменная облачность. Местами в долинах небольшие дожди, в отдельных горных районах кратковременные дожди, местами гроза, возможен град, туман на перевалах. Также напомним, что в результате буйства стихии 11 мая на территории республики уже погибли 9 человек. Был нанесен урон жилым домам, приусадебным участкам, пахотным землям, вспомогательным сооружениям, дорогам. Нанесен урон как минимум в 15 районах Хатлонской области и РРП. Разбирают завалы и очищают от грязи улицы и дома. Где не справляются лопаты, работает техника. Последствия стихии ликвидируют уже несколько дней. Помогают войска МВД и спасатели. Это лишь предупреждение, и никто не имеет стопроцентной вероятности, что стихия повторится. Но мы должны быть аккуратны на кону нашей жизни. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на это все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.